Selamun aleyküm Yazhano. Dedi kuyuşun, bol atto boy, salın marşuldu saşın masarna. Hon hayayetin tekstir yoz düşürdü asşın kavuştuk boğuş yurtur kırın hol steltir yozdu har. İş dişdu har. Ser geçtiz şenurhi vinas ya da şenurhi vanas. Hail, Hiluts, Yin, Palusi, Sin, Arshoin, Buğil, Hiluts, Tsair, Buğil, Hiluts, Tapter, Pey, Duğil, Hiluts, Hiini, İyinil, Dulitz ya da Duğil, Hiluts, Oğluts, C, Ös, Til, Oli, I, Öshabu bin, Bahırnin, Del, Haldelis, Dal, Dırtsız, Dal, Dokas ya da Tkas, Delişsi, Malhın, Cerşars, Dal, Tan ya da Doğan, Beyil, şey tsır düzürlihni, şey inayni, şey nahırıh, haoy lul. Yoz iş değiştirdi. Adik yol, marş ayl, Gurduvay yazkanı. Климата и воздуха, который пробивается там возможно и земледелие, и долговременное использование этих котловин. Но если каждый из нас будет по-своему свой изучать компонент природы, мы не увидим эту картину. Нам не хватит этого звена. Мы, ученые, на самом деле зашли немножко в тупик, потому что мы видим то, что, в общем-то, нас научили видеть. Мы видим, изучая растения, изучаем воды, геологию и так далее, но мы можем пройти мимо главного и его не увидеть. В этом плане Ноев ковчег это может быть для нас определенным таким путем, как и, собственно, сам Ной с его путем, к правде какой-то. Может быть, это большие слова, но я для себя определяю так, скажем. Я, как ученый, в чем-то сомневаюсь, и не буду сомневаться, потому что наука, она на этом и основана, что мы сомневаемся, ищем доказательства, потом снова и так далее. С другой стороны, я понимаю, что под настоящую жизнь, в общем-то, по полочкам не разложишь, ее не опишешь, ее не взвесишь и не измеришь. И придется нам делать что-то еще. И вот что-то еще мы попытаемся сделать это. Мы видим, что мы общаемся с друг другом, мы получаем какие-то идеи. Но, наверное, все-таки надо и какие-то прагматические шаги делать. Поскольку живем в таком обществе, в котором нужно и язык, соответствующее взаимодействие с людьми. То есть, да, действительно, некий культурный вот такой парк на этой относительно небольшой территории. Статус его и название я не могу сказать. Но помимо, собственно говоря, вот этого главной тайны, пусть она останется тайной, пусть она влечет людей, там есть много ресурсов, интересных артефактов и много интересных вещей просто для туристов, которые приезжают сюда, видят казино Ам, видят прекрасные виды, видят заброшенные башни, видят открывающиеся ландшафты, практически спектр высоких зон, от горно-лесной зоны до альпийских лугов. Они видят некий интересный мир, который совсем отличается от всех других.
если сделать действительно для такого объекта соответствующие карты, там, районирование, поставить пункты обзора, пейзажные, поставить туристические указатели, и они уже сейчас есть, уже все это начинается, но это нужно делать сознательно. Наверное, это будет определенный вклад в тому, чтобы эта тематика продолжалась и, скажем так, материально. Да? Я очень благодарен, что Хамад начал эту идею, продолжает находить силы, вкладывает в себя, у него есть единомышленники, и хотел бы пожелать ему и всем тем, кто поддерживает эту работу, скажем так, такого осторожного, возможно, так сказать, критического немножечко анализа, но и тем не менее вот, успеха на этом пути, чтобы мы могли встречаться в таких вот итогах. Спасибо. Я хотела бы представить Семенова Александра Евгеньевича, президента Ассоциации экологии Непознанного, профессора Академии геологии. Проблем. Уважаемые коллеги, прежде всего от всего сердца выразить благодарность и восхищение лично господину Иванову и его команде. Эта команда сделала практически невозможное. Мне бы хотелось сосредоточить внимание на том, какое значение вот эта находка этого артефакта, скажем так, имеет для планеты Земля. Дело в том, что изначально 35 лет назад созданная Ассоциация экологии Непознанного изначально занималась там летающие тарелки, чудовище озеро Лох-Несс, ну и так далее. Вот такого вот серии таких вот, так сказать, проблем, вот, которые построены, вообще-то говоря, на вере. И здесь, вот, Ноевым ковчегом, открываются, на мой взгляд, если можно так выразиться, сформулировать тесты на зрелость или на перспективы цивилизации в целом. В целом. Дело в том, что сам этот вот объект сочетается с библейскими текстами, с текстами Корана. Это отдельный вопрос. Отдельный вопрос. А он сам остается пассивным или активным. 14 тысяч лет назад создан, и он целый. Возможно, мы здесь сталкиваемся с такими тонкоэнергетическими, скажем, полевыми компонентами, которые он до сих пор генерирует. Он, не знаю, в научном сообществе, наверное, таких слов не произносят, насчет, так сказать, силы веры, силы, так сказать, воздействия положительного на людей, на животных, на биосферу в целом. Почему я сказал про цивилизацию? Наша нынешняя цивилизация, технократическая, она подходит к своему как бы концу. Не дай бог, конечно, но мы видим прекрасно в политическом смысле, что в мире творится, в экономическом, главное в контактном вот, между людьми. И действительно, Россия и Чечня, вот как это такой сердечная чакра такая с этим ковчегом, они подают пример нормальных каких-то взаимодействий. Недавно мой генеральный директор Ассоциации экологии Непознанного буквально неделю назад вернулся из Малайзии, где он выступал на конференциях
на 3 конференциях с темой главной какой, которой мы сейчас занимаемся. Этика космоса. Как вести себя в космосе, чтобы он не отринул тебя, чтобы он не погубил сразу и тебя, и там, космонавт какого-нибудь, или вообще все человечество. Не в этом дело. Там другие законы. Алексей Леонов в свое время сказал так, когда совместно летал с американцами очередной раз. Мы не будем враждовать с Советом. В космосе там весело. Мы делаем общую работу, и мы зависим друг от друга. Вот то, что должно, так сказать, войти в душу всем, и руководителям стран и государств. Мы зависим друг от друга, и зависимы в тонкой экологической такой вот завязке, которую демонстрирует Ковчег. Есть другая страна. Если, значит, рассматривать крайние меры оценки вот этого выдающегося открытия только науку, практика показывает, что не будет дороги никакой. Она построена на необходимости проверки, оценки и так далее. Ковчег дал возможность подумать о том, что нужно еще что-то, кроме науки. Может быть, сердечную чакру раскрыть. Вот этим знанием естества. Вы, так сказать, согласны со мной, не знаю, но во всяком случае вот эта вот экология не поздно, она в этом смысле так вот и действует. Дает возможность сформулировать для себя вопрос, для окружающих, и отвечать на этот вопрос не с точки зрения там, капания каких-то химикалиев, там, пробирочку, микроскопами каких-то оценивать ситуацию. Подумать вот о чем. А если мы все это ведем полностью, логика, догматическую, так сказать, часть, бюрократическую часть науки, и остановимся на этом, ну, наверное, мы тогда обречем. Это действительно так. А если мы будем стремиться к сердечному взаимодействию людей, которые, так сказать, нам указывает и Ной со своими детьми, со своими животными. Меня, кстати говоря, вот то, что черноземов большой слой, больше всего воодушевляет, потому что на Ковчеге путешествовали животные. Ну, надо же было куда-то испражняться. Вот и все. Вот и все. Много всяких животных было. Итак, если цивилизационно мы принимаем, даже не понимаем, а принимаем вот эту вот важность открытия наше, так сказать, время, выдающегося открытия нового ковчега, у Земли есть шансы. Если мы не принимаем с бюрократическими всякими там оговорками, у Земли нет шансов. Давайте жить. Спасибо за внимание. Дальше передаю слово Романову Николаю Алексеевичу, юристу, общественному деятелю. Приветствую вас всех, что приехали на эту конференцию с Исхановым Мухаммадом. И на съезд тоже было собрано на завтра, на выпитывание. Вот, хотелось бы сказать, вот я как вот встретился с Мухаммадом, я ему говорю, вы спошились, я говорю, что с тобой?
Вот такая она тяжелая работа он принял. Мурат в 17 году начал, 18 года он трудится в этом языкиной каче. Поверьте, это не просто выбор на Чечне, это был корабль, как мы понимаем, 24 тысячи был порогов, вот были загляните история, мы ничего не придумаем, там этот корабль сел, вода поднимется через ангелов, это было передано, в священной книге он представлял Дагестана, вот, все существующих на земле этих животных разных, это все было подвешено и собрано в этот корабль. Чеченцы называют самолет Орк, ну это море, так скажем. Вот. Даже его собственный сын не поверил, у него был хороший конь, мол, я без отца обойдусь, у меня такой другая почта. Он остался в этом воде, не с ним добраться. Вот. Всевышний нас создал небо, тучи, солнце, луна, не мы придумали, мы не сможем никогда туда добраться, мы должны признать правду. Он правду искал, ищет, не обязательно, как ученый говорит, спасибо всем ученым, которые здесь присутствуют. Это много чего значит. Вечно сомневаться не надо. Это сказано, есть артефакты, кости, все там было собрано. Туда ученые ездят, смотрят. То, что там ЦРУ там что-то говорит, когда США бил Ирану бомбы, кто ему этот, мы спрашивали. Кто сильнее, он его не обсуждает. Мы это знаем, это что за жизнь, за наше проживание. Я хочу также сказать, который в США приехала женщина, большое вам спасибо, что вы там открываете такую, всех уважать. Здесь не просто люди приехали, чтобы там вот, так, отсиживаться. Здесь я смотрю, там очень хорошие ученые люди выступают, нашли свое время. Большое вам спасибо. Я к этим всем выступлениям добавлять там мне нечего. То, что там они сказали, я хочу немножко в этом завершить, чтобы у вас время не тратить. Здесь вот с Сахалина, там, с Ставропольска, с Томска, многие, которые приехали, вот это говорится... Исследователю древней медицины народа Нокчи. Это Салман. Давай. Поближе к микрофону, пожалуйста. Микрофону поближе. Ага. Ну, хочу поблагодарить Мухмада Топаевича Исханова за приглашение на эту конференцию. Меня зовут Климов Вячеслав Александрович, представлюсь, являюсь продюсером телеканала РЕН-ТВ. Сейчас мы еще и для «Пятницы» снимаем все фильмы, ну вот прокопенковские фильмы, самые шокирующие гипотезы Тайны Чапман, в общем, о всех загадках мира. Хочу поприветствовать наш российский, дружественный чеченский народ, потому что сейчас трудное время, как никогда нам надо держаться вместе. И уже говорили о том, что Ноев ковчег является политической темой, но я бы сказал, этой темой и духовного возрождения не только мира, не только народов России, но и мира. Потому что с древней историей связано с Ветхим Заветом, с Бытием, в общем-то, связана религия как и ислам, так и христианство. Поэтому я хотел бы сначала поблагодарить нашего Творца. У всех он по-разному называется. У кого-то Господь, Саваоф, Христос, Аллах, что Он собрал нас всех, ибо без Его ведома
ничего не творится в этом мире. Он есть всеобщее целое, и он собирает людей для того, чтобы они духовно возрастали и следовали его заповедям. Ну, считается, мы вот с Мухммадом общались, одно из древнейших имен нашего Творца — это Аллах или Элохим, названо в Библии Элохимом. В общем-то, приставка «эль» — это божественный. То, что касается истории древнего мира, в частности Ковчега, я и, в принципе, под руководством известного исследователя, ныне ушедшего из жизни Вадима Черноброва, объединение, Международное научно-исследовательское общественное объединение «Космопоиск». Мы много раз доклады делали наши представители, и сам Вадим Чернобров, на Ассоциации экологии непознанного на зиглерских чтениях. И в частности хочу сказать, что по исследованию Ковчег лежал в сфере наших интересов в силу того, что известно то, что этот объект считается достаточно реальным. Ну, долгое время считалось, что гора, то есть вот после потопа, а их было, кстати, ученые говорят, 3, это Ноев потоп, порядка от 10 до 12 тысяч лет, Дарданов, Девкалионов потоп, то есть 3 мощных потопа, которые захлестнули нашу Землю. Это была, ну, достаточно такая массивная, глобальная катастрофа, когда человечество порой оказывалось на грани исчезновения, и благодаря высшим силам, благодаря Творцу, в общем-то, отдельные люди спасались. Как, в общем-то, говорится история о Ное. По поводу языков. Да, есть такое определение, что народ, современные чеченцы, новчи, имеют свои языковые корни от Ноя. Такие гипотезы высказывались. Немножко сложно интерпретировать, потому что язык Ноя, в принципе, не дошел до нас, но известно, что у него было 3 сына – Сим, Хам и Иафет. Сим – это дали направление семитским народам, это арабы, сирийцы, и вся языковая группа, которая относится к семитским языкам. Хам – это Северная Африка, Малая Азия, и Иафет – это индоевропейские языки, в том числе и кавказские. И что от Ноя пошел некий единый язык через сыновей, которые потом уже дали направление разным языковым группам. И вообще, как-то в Библии говорится о том, что был единый язык до Вавилонского столпотворения, когда люди возгордились, стали строить башню, которую они хотели дотянуть до небес и уравняться в некой гордыне, в могуществе своим с Творцом. Он взял, перемешал языки, и они перестали друг друга понимать. По поводу исследования Ковчега, могу так сказать, на Зиглерских чтениях Вадим делал доклад, когда где-то в районе 2006 года была экспедиция на Арарат, исследовательское общество «Космопоиск». По некоторым данным, там на высоте около 3000 метров вроде так все время было сфотографировано некий объект, терраса такая, находящаяся в скальных отложениях, которая очень напоминала контуры большого корабля. Ну, долго не буду рассказывать. В итоге этой экспедиции было доказано, что, в общем-то, это, скорее всего, природное формирование.
И, в общем, доказательств того, что это является неким древним палеокораблем или ковчегом, в общем-то, найдено не было. В мире известно 6 гор Арарат. Помимо самого названия Араратские горы, которые в принципе считаются Кавказские горы, они Араратскими горами еще названы в древности. Самих вершин в мире 6. Ну, помимо Большого и Малого Арарата, в Восточной Турции, понятное дело. Вот одну из таких гор мы в свое время в нашей экспедиции в Краснодарском крае, в поселке Бетта, обследовали. Там одна из таких гор находится, но она невысокая, конечно, но тем не менее нами были исследованы вершины этой горы, был найден какой-то очень глубокий колодец по представлению местных, которые называли его колодец страха. Туда опускались наши ребята на веревке, спелеологи. В общем-то, там найдено особо ничего не было, но по некоторым данным там были захоронения, ну, то есть туда перед войной, когда на Кавказ рвались немцы, были сброшены бочки с документами, то есть от немцев прятали документы.